Спортивная площадка, которую отстроили совсем недавно, уж точно не так должна выглядеть. Собственно, этим беспорядком и возмущен автор видеообращения. Разбросанный чернозем и щебень, строительный мусор. Как в таких условиях заниматься спортом? Как вышло, что спортивный объект портит бесконтрольно пасущийся здесь скот? На месте нас встретил Ахмед Галаев, главный тренер местной футбольной команды АСА. От безвыходности стал курировать и вопросы, связанные со строительством площадки. Ответственного человека здесь нету, чтобы мог отогнать или там смотреть или сторожить. Поэтому скот заходит, и вот то, что вы видите, происходит на этой площадке. Но начнем с того, что спортивная площадка является многофункциональной. На ней можно играть и проводить соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, заниматься легкой атлетикой, силовой гимнастикой. В комплект площадки входит и весь инвентарь. Но при всем при этом в проект не входит установка защитной ограды как для футбольного поля, так и всей площадки в целом. Вот это за счет администрации, вот этот вот забор сейчас делается. У нас лежит сетка купленная. Ну, вокруг футбольного поля забор будет. Единственный вопрос сейчас остается общий вокруг всей площадки. И то он должен быть временный. Когда здесь будет администрация районная, его в любом случае нужно будет демонтировать. Здесь должно быть озеленение, лавочки, деревья. Ну, по плану так, по проекту так. Но в данное время забор здесь нужен, чтобы временно хотя бы оградить эту площадку от скота и так далее. И вправду, за счет средств инвестора администрация начала устанавливать ограждение вокруг футбольного поля. Но как быть со всей спортивной площадкой? Представители местного муниципалитета на этот вопрос дают твердые обещания. Ситуацию исправят в сжатые сроки. Будем благоустраивать, завезем еще, нам нужен чернозем, вы видите, уже чернозем завезен у нас есть. Еще завезем чернозем, поставим, планируем поставить деревья, полностью поставим ограда, вот. Полностью огородим. Я думаю, здесь уже не будет посторонних ни скот, никто уже больше сюда не будет прикасаться. Почему я говорю? Потому что мы полностью все благоустроим и огородим. Поэтому, я думаю, стадион у нас будет очень красивый, хороший, доступный для людей. Как скоро начнутся работы по установке ограды? Мы уже все заказали. Они могут начаться в любую минуту. Может, даже вот на этой неделе, в конце этой, может, на той неделе. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» Минспортом региона была произведена поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания умной площадки. Что касается подготовки основания, обустройства площадки и дальнейший уход за ней берет на себя муниципальное образование. Также нам было направлено письмо в наш адрес от администрации о том, что они гарантируют нам в дальнейшем уже благоустройство данной территории, подготовку оснований. Так почему ранее не были предприняты меры и до сих пор объект не благоустроен? Ну, у нас сейчас вопрос решается о передаче на баланс администрации. Сейчас Министерство спорта уже готовят документы, они передадут через Минимущество, передадут на баланс нам этот стадион. Вот, когда нам передадут на баланс, у нас будут здесь штатные работники. Естественно, и сторож входит туда, и работники, разнорабочие здесь будут у нас. Поэтому у нас здесь за порядком будут люди, которые действительно официально будут как работники смотреть, наблюдать и содержать в порядке и чистоте стадион. Спортивная площадка на балансе в администрации не состоит. Это подтвердили и в Минспорте региона. На данный момент данное оборудование находится на балансе Министерства спорта, но нами направлена вся необходимая документация Министерства имущества о том, чтобы данное оборудование передали в администрацию Нестеровского. Ситуацию исправят. Названы сроки. Остается только ждать положительных изменений. Но как найти понимание действиям тех, кто нарочно губит спортивный объект? Почти весь передний ряд трибун сломан. Что было на уме у вандалов, неизвестно. Ведь тут есть возможность, куда направить силы, например, на тренажеры. А нет, их тоже использовали не по назначению. Видно, что оборудование раскачивали, выдергивая ножки из-под основания. Как назвать тех, кто губит народное достояние? При виде таких условий у морально здорового человека появится желание саморазвития, а не вредить, портить и ломать. Все остальное резина, трибуны, ворота, турники. Направляясь от тренажера к футбольному полю или бегая по дорожке, можно споткнуться о волны. Вот такие, например. Это не резиновая окрошка, а специальное покрытие, искусственное, которое клеится на основание. Руслан Абадиев тот самый подрядчик, который занимался подготовкой этого основания. Работы проводила его бригада из Санкт-Петербурга. Она уже двигается. А твердый материал из резины, рулон ир.
когда аюлхи, они уже даже бывают готовы, позор калхай, вырезаем, клеим обратно и быстро оттусаться. Незаметно, док мотик же даже, барцу уже резко же, цуханча даже, аюлхи через 2-3 дня халхуж мотик шел. Цухан даже я мотик же цики. А хандин мишти хой, около асфальта и резины шибек было шамдат. Компенсат вот асфальт б резин шиле. Главный тренер футболистов команды «Асса» ждет с нетерпением положительных изменений. Через пару месяцев должен начаться турнир ночной футбольной лиги. Заявки на участие уже поступают, но ответить им точно, состоятся ли игры, не может, ведь спортивный объект еще не готов принять участников. Адам Мережков, Акрамат Досхоев, Новости 24.